Ну, играли мы сегодня хорошо, команду не упрекнуть не в чем. Команда играла с позиции силы, команда играла агрессивно, команда играла в прессинг. Поэтому с такой командой, как БТ, я не скажу, что это тяжело, но это уже какое-то ментальное изменение. К сожалению, несчастный случай случился в конце первого тайма, когда нам забили в контратаке гол. По сути, мы БТ ничего не дали сделать, абсолютно ничего. Вот. Ну, второй гол с углового, надо посмотреть, там ошибка или вратаря, или там что-то. Вот так получилось. Команда БТ, которая имеет преимущество в 2 гола, обладает такими мастерами, которые есть у них, ну, наверное, она, скорее всего, в чемпионате Беларуси вряд ли отдаст. Поэтому мы до последней минуты шли в атаку, до последней минуты, скажем так, контролировали мяч, игру, но, к сожалению, это не привело к голам. А так, на самом деле, я вам скажу, что мне команду прикрыть абсолютно нечего. Это футбол. Выигрывает тот, кто забивает. Мы, к сожалению, не забили, и получилось так. Если говорить столица, если бы болельщики были на трибунах, мог бы быть иной результат? Я вам не скажу, что команда при болельщиках играла бы лучше. Сегодня очень хорошая игра была. Конечно, болельщики получили бы удовольствие, не гнали бы команду. Но команда-то играла хорошо, команда играла, по сути, без середины поля, не отсиживалась в обороне, постоянно шла в атаку. Поэтому они играли для болельщиков. Конечно, такие игры без болельщиков, они немножко, мягко скажем, не совсем правильные. То есть играет первая, там, и третья команда, или там, вторая, третья команда. И когда трибуны пустые, конечно бы люди от этой игры, если бы они были на трибунах, при любом результате, который даже сейчас был, они бы получили просто удовольствие. Это футбол, это спорт, это... Вот. Сегодня команды проявили, скажем так, ну, хорошее качество. И та, и другая команда, когда была с обеих сторон, скажем, такая бойцовая, одержимая игра, честная, там, ну, бескомпромиссная, как еще назвать, не знаю. Хорошая бескомпромиссная игра, большим количеством эмоций, единоборств. Неман показал свою сильную игру, играл за счет своих сильных качеств и, в принципе, достаточно хорошо это делал. Просто в ключевых эпизодах мы оказались сильнее, что является хвалой для наших парней, и чему мы очень рады. Спасибо большое. Если есть вопросы, пожалуйста. Если столица до 42 минуты за результат волнения было? Ну, понимаете, Нема та команда, которая в любой момент может, в принципе, забить гол. То есть мы знаем это, понимаем, то есть они очень хорошо ведут борьбу наверху в плане верховых единоборств. Наверное, даже по количеству выигранных единоборств это лучшая команда. То есть, поэтому здесь понимали, что в любой момент может произойти что-то. Другое дело, что готовы были показать мы для того, чтобы, в принципе, забить свои мячи. То есть, в принципе, как я сказал, мы просто оказались в ключевых эпизодах сильнее, чем наш оппонент, но при этом игра не была вот, с их стилем достаточно хорошо. То есть, ну, из-за результата, ну, не скажу, что переживал, не было таких мыслей, опасений, поэтому, опять же, это футбол, здесь можно все что угодно, но такие, что прям мысли закрадывались, нет. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Евгений Дмитриевич, Черный Гродно. Филипп Петрович, как игралось без болельщиков? Сколько было непривычно сегодня ощущать? Вот на скамейке запасных. Ну, это, конечно, некомфортно. Некомфортно, потому что даже играя не у себя дома, без болельщиков, в принципе, всегда все хотят, чтобы трибуны были заполнены, но, с другой стороны, знаете, как сейчас рассуждать на эту тему с учетом того, что происходит в нашей родной стране, то есть это настолько такая мелочь в плане наших личных ощущений, там, что, честно говоря, об этом тоже так во вторую очередь думали.